8 декабря средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,20 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,15 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,71 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,20,62 до 10,15 сомони, 1 евро от 10,71,96 до 10,67 сомони, 1 российский рубль от 0,15,85 до 0,16,10 сомони. Мировые цены на нефть в четверг утром растут в пределах 1%, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на смягчение коронавирусных ограничений в Китае, говорят эксперты. Цена на нефть марки Brent составила $77.86 за баррель, марки ВТИ $72.69 за баррель. Стоимость золота в четверг утром стабилизируется чуть ниже уровня в $1795 за тройскую унцию после роста днем ранее. Незначительному коррекционному снижению способствует укрепление доллара и ожидание очередного повышения ставки Федеральной резервной системы США. Таджикистан в январе-октябре текущего года экспортировал электроэнергию на сумму в $101 миллион. Об этом сообщает Статведомство республики. Это на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда за рубеж было поставлено электричество на сумму $91,3 миллиона. Выручка же за счет экспорта электроэнергии в октябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем сократилась в 13 раз с $17,1 миллиона до $1,3 миллиона. Доля электроэнергии в общем объеме экспорта республики в январе-октябре 2022 года составила 5,7%. Таджикистан в соответствии с заключенными договоренностями поставляет электроэнергию в Афганистан и Узбекистан. Между тем, жители сельских местностей Таджикистана с начала последней декады сентября сталкиваются с ограниченной подачей электричества. Долг развивающихся стран возрос более чем в 2 раза за последние 10 лет, и в 2021 году он достиг $9 триллионов, судя по данным Всемирного банка. Об этом пишет издание Le Figaro. Издание предупреждает, что у этих стран увеличился риск скатиться в долговой кризис. Согласно данным годового отчета Всемирного банка, около 60% беднейших стран находятся на грани долгового кризиса или уже вступили в него. В качестве причин в первую очередь называют обесценивание их валюты по отношению к доллару на валютном рынке, так как их долг часто оформлен в долларах США. Также проблема может быть в росте процентных ставок с начала года. По мнению президента Всемирного банка Дэвида Малпаса, долговой кризис, с которым продолжает сталкиваться развивающиеся страны, становится только сильнее. К тому же многие из них вплотную стоят перед угрозой с финансовыми рисками и политической нестабильностью, и в результате миллионы людей могут оказаться за чертой бедности. Еще одна дополнительная проблема для беднейших стран – это то, что теперь они тратят более 10% годового дохода от экспорта на обслуживание своего долга. Такие показатели самые высокие с начала 2000-х годов. При этом состав держателей этого долга значительно изменился. Например, в 2022 году странам придется вернуть международным организациям более $62 миллиардов, а 2/3 этой суммы пойдет Китаю. Le Figaro отмечает, что до недавнего времени долг развивающихся стран в основном был сосредоточен в руках стран-членов Парижского клуба. Это около 20 стран, включая Большую Семерку и Россию. Но теперь он на 61% находится в руках частного сектора. Остальную часть в основном у стран, которые не входят в Парижский клуб, прежде всего у Китая, Индии и ряда стран Персидского залива. Китай порой берет на себя половину заимствований какого-либо государства. Именно увеличение числа участников увеличивает стоимость заимствования и усугубляет трудности при реструктуризации долга. К тому же информация, касающаяся задолженности, очень часто бывает неполной. Отсутствие прозрачности – одна из причин, по которой страны впадают в кризис, отметил главный экономист Всемирного банка Эндермит Гил. Прозрачность позволяет эффективнее реструктурировать долг, чтобы государство могло бы быстро восстановить финансовую стабильность и рост, резюмировало издание. Духовное управление мусульман Республики Татарстан опубликовало опровержение информации о том, что оно якобы одобрило продукт исламского банкинга под названием «Исламская ипотека».
В мессенджерах и социальных сетях среди мусульман активно распространяется рекламная информация от компании Гранд Олив о банковском продукте под названием «Исламская ипотека». В инфографике и на сайте компании сообщается о партнерстве компании с Духовным управлением мусульман Республики Таджикистан и об одобрении предполагаемой ипотеки Советом улемов Муфтията. Официально опровергаем информацию из вирусной рассылки и на сайте Гранд Олив о сотрудничестве и о том, что ипотечный продукт разработан в соответствии с требованиями Совета улемов Думы Республики Татарстан, сказано в сообщении на сайте Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Отмечается, что Духовное управление не изучало и не выносило положительных заключений о дозволенности этого ипотечного продукта для мусульман и не ведет аудит его реализации. В Духовном управлении мусульман Республики Татарстан также посоветовали перед заключением договора о финансовых сделках запрашивать документы, подтверждающие одобрение продукта и его регулярный аудит со стороны управления или иных официальных мусульманских организаций. Все партнеры Духовного управления мусульман Республики Татарстан по реализации деятельности в области исламских финансов имеют официальное разрешение на бланке Муфтията, уточнили в управлении.